Добрый день, уважаемые абитуриенты. Добро пожаловать на консультацию по вступительным испытаниям в магистратуру «Современные технологии физико-математического образования». Итак, расскажу вам о структуре экзамена и о основных этапах. Значит, продолжительность испытания составляет 60 минут. То есть вы должны понимать, что до окончания экзамена вы должны зайти как минимум за 60 минут. У вас есть всего одна попытка пройти экзамен. Он будет проходить в виде теста по физике и математике. Значит, вы будете проходить тестирование онлайн, то есть дистанционно. Количество вопросов в тесте 25, и состоит он из следующих разделов по физике и математике, которые представлены на слайде. Это механика, молекулярная физика и статфизика, электродинамика и оптика, атомная физика, квантовая механика, физика атомного ядра и частиц, алгебра и аналитическая геометрия и математический анализ, комплексный анализ, дифференциальные уравнения. Минимальное количество баллов для прохождения теста 50, ну, соответственно, максимальное — это 100 баллов. Вам при подаче документов будут даны логин и пароль, и они будут отправлены на вашу электронную почту. На всякий случай проверьте папку «Спам», оно могло перейти в эту папку и затеряться. Значит, следующее. Вы заходите под тем логином и паролем, которые вам были выданы, и после этого вы можете сменить логин и пароль на тот, который вам нужен. Дальше. Во время экзамена, когда вы заходите, вам необходимо сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где виден разворот паспорта с фамилией, именем и отчеством. Еще раз напоминаю, что время экзамена ограничено 1 час, и у вас есть всего одна попытка. Значит, расписание вступительных экзаменов висит на сайте abitur.bspu.ru, где вы можете всегда посмотреть. Значит, у нас, соответственно, экзамены будут проходить 9 августа с 10 утра до 10 вечера. Ну, понятно, что нужно зайти как минимум за час, да? Иначе экзамен автоматически закроется. Если у вас была какая-то причина документально подтвержденная, что вы в этот день не могли сдать, вы можете пройти экзамен в резервный день 17 августа. Но постарайтесь, конечно, пройти вовремя, чтобы не было никаких лишних вопросов. Значит, вся структура и темы, подразделы, которые вам необходимы для подготовки, опять же, есть на сайте, где вы можете зайти. Значит, abitur.bspu.ru, раздел магистратура, и там программы вступительных экзаменов для каждой магистратуры вывешены. Вы можете подробно с ними ознакомиться. Там вы увидите такой файл, где все пошагово расписано. Значит, там же приведено несколько примерных заданий. Есть задания такие базовые, есть повышенной сложности, поэтому нужно готовиться тщательно для того, чтобы получить максимальный балл. Значит, мои контакты. 8 числа у нас консультация. По данному номеру или имейлу вы можете обращаться ко мне. Если есть вопросы, задавать, я отвечу на эти вопросы. Далее мой коллега Рамис Хамидович Каримов вам объяснит, как решать некоторые задания по физике и математике. Удачи вам на вступительных экзаменах. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Сейчас мы с вами разберем 5 задач по одной задаче из каждого раздела. И первая у нас глобальная тема – это механика, молекулярная физика и статистическая механика. Первая задача звучит следующим образом. По шоссе прямо едет фургон со скоростью 10 метров в секунду. Через 5 секунд от бензоколонки вдогонку фургону отъезжает квадроцикл, движущийся с постоянным ускорением, и догоняет фургон на расстоянии 150 метров от бензоколонки.
чему равно ускорение квадроцикла. Давайте запишем, что в этой задаче дано. Во-первых, скорость фургона 10 метров в секунду. Известно то, что ускорение его равно нулю. Также известно то, что начальная скорость квадроцикла равна нулю. И квадроцикл стартует через 5 секунд. Через 5 секунд после того, как выехал фургон. То есть, если Т1 это время фургона, то Т2 это время квадроцикла. И, значит, у нас еще дано то, что они встретятся на расстоянии 150 метров от бензоколонки. И найти необходимо ускорение квадроцикла. Для решения этой задачи нам необходимо записать уравнение движения фургона и квадроцикла. Уравнение движения фургона имеет следующий вид. Это будет x фургона равняется v фургона умноженное на t1. Части с ускорением не будет, потому что ускорение фургона равно нулю. Это у нас первое уравнение. И уравнение движения квадроцикла имеет вид а квадроцикла на t2 в квадрате, деленное пополам. Это у нас второе уравнение. Таким образом, мы составили систему из двух уравнений и двумя неизвестными. Неизвестны у нас t1 и ak. Решим первое уравнение относительно t1. t1 равняется x фургона, деленное на v фургона. X фургона у нас 150 метров, v фургона у нас 10 метров в секунду. И t1 равен 15 секундам. Отсюда легко найти t2 равен t1 минус 5 секунд, или это 10 секунд. Решим теперь второе уравнение относительно АК. АК равняется 2х деленное на t2 в квадрате. Это 2 умноженное на 150 метров, деленное на t2 в квадрате. 10 секунд в квадрате. В результате получаем 2 умножить на 150, это у нас 300, деленное на 100 метров в секунду в квадрате. Или это 3 метра в секунду в квадрате. Таким образом, правильный ответ Г. Итак, давайте перейдем к следующему разделу. Это у нас электродинамика и оптика. Задача звучит следующим образом. Плоский воздушный конденсатор имеет емкость С. Как изменится его емкость, если расстояние между его пластинами уменьшить в 3 раза? Давайте запишем дано. Пусть у нас имеется какой-то конденсатор изначально, расстояние между пластинами которого равно d1. И, значит, в результате уменьшения расстояния между пластинами оно равняется d1, деленное на 3. И необходимо найти отношение c2 на c1. Давайте запишем уравнение для емкости конденсатора. Это у нас эпсилон нулевое умноженное на эпсилон, умноженное на s, деленное на d. Где эпсилон нулевое это электрическое постоянное, эпсилон это относительная диэлектрическая проницаемость, s площадь пластин и d расстояние между пластинами. Давайте запишем два уравнения. c1 это у нас эпсилон нулевое умноженное на эпсилон на s, деленное на d1, и c2 это у нас эпсилон на нулевое умноженное на s, деленное на d2.
И найдем отношение c2 деленное на c1. Значит, эпсилон нулевое на эпсилон s на d2, деленное все это, эпсилон нулевое эпсилон s на d1. Значит, эпсилон нулевое на эпсилон и s сокращаются, остается отношение d1 деленное на d2. Подставляем вместо d2 d1 деленное на 3 и получаем. Таким образом, наш ответ: емкость конденсатора увеличится в 3 раза. Давайте теперь перейдем к третьему разделу. Это атомная физика, квантовая механика, физика атомного ядра и частиц. В начале наблюдения было 8 миллионов радиоактивных ядер. Через 30 суток остался 1 миллион, чему равен период полураспада, ответ дать в сутках данного радиоактивного изотопа. Давайте запишем, что у нас дано. Изначально у нас было 8 миллионов ядер. Осталось их 1 миллион ядер. Время 30 суток. Необходимо найти период полураспада. Количество оставшихся ядер вычисляется по формуле n нулевое умноженное на 2 в степени минус t деленное на t. Или n деленное на n нулевое равняется 2 в степени минус t деленное на t большое. Или это то же самое n нулевое деленное на n равно 2 t деленное на t большое. Давайте прологарифмируем по основанию 2. Логарифм по основанию 2 n нулевое деленное на n равняется логарифм по основанию 2 в степени t малое деленное на t большое. По правилу логарифмов то, что в степени, может вывести вперед. И логарифм 2 по основанию 2 равен единичке. В результате это t деленное на t большое. Отсюда давайте выразим, чему равен период полураспада t большое. Он равен t время, деленное на логарифм по основанию 2 n нулевое деленное на n. Давайте подставим данные. Известно то, что t равно 30 суткам. Логарифм по основанию 2. n нулевое деленное на n, это у нас будет 8 деленное на 1. Или это 30 суток, деленное на логарифм 2, логарифм 8 по основанию 2. Или это известно то, что 30 поделить на 10. 30 поделить на 3. Или это 10 суток. Таким образом, наш ответ 10 суток. Ответ Б. Переходим к следующему разделу. Это у нас алгебра и аналитическая геометрия. Решить систему линейных уравнений x минус 2y равно 3 и 2x минус y равно 6. X минус 2y равно 3, 2x минус y равно 6. Давайте умножим первое уравнение на 2. В результате получим 2x минус 4y равно 6. Второе уравнение оставим без изменений. Давайте посчитаем разницу
от первого уравнения отнимем второе уравнение. Это у нас будет 2х минус 4y минус 2х минус y. В знаменателе это 6 минус 6. В результате получим 2х минус 2х уходит, минус 4y минус на минус плюс y, это будет минус 3y равно нулю. Или это означает то, что y равен нулю. Подставляем это значение во второе уравнение или в первое уравнение. Давайте подставим первое уравнение и получим то, что x минус 2 умножить на 0 равно 3. Или это x равен 3. Отсюда мы получаем то, что y решением является y равен нулю и x равен 3. Это вариант b. Правильный ответ выделен жирным цветом. И последний большой раздел – это математический анализ, комплексный анализ и дифференциальное уравнение. Задача звучит следующим образом. Укажите общее решение дифференциального уравнения x в квадрате плюс 9 на y штрих равное 4x на y. Давайте запишем y штрих в следующем виде. Это у нас dy по dx 4xy. Это у нас уравнение, дифференциальное уравнение первого порядка. Все то, что с y, оставим с левой стороны, а все то, что с x, перекинем в правую сторону. В результате получим dy, деленное на y, равняется 4x dx, деленное на x в квадрате плюс 9. Легко заметить то, что справа это у нас 2 умноженное на 2x dx, x в квадрате плюс 9. Как известно, по формулу дифференциала df от x равен f' от x dx. В нашем случае мы можем записать dx в квадрате равняется, производная от x в квадрате это у нас 2x dx. Поэтому это уравнение можно записать следующим образом. 2dx в квадрате, деленное на x в квадрате плюс 9. Далее заменим x в квадрате на новую переменную t. X в квадрате равняется t. В результате получим dy на y равняется 2 dt, деленное на t плюс 9. Поскольку дифференциал от постоянной равен нулю, мы можем под дифференциал добавить девяточку. Далее проинтегрируем. В результате получим натуральный логарифм от y равен 2 умноженное на логарифм t плюс 9 плюс логарифм от константы c. Это уравнение можно легко преобразовать к виду. По правилу логарифмов двойку перед логарифмом можно перенести в степень. А сложение это будет умножение. То есть в результате получим логарифм c умноженное на t плюс 9 в квадрате. Или это то же самое, что y равняется c умножить на t
плюс 9 в квадрате. Или, возвращаясь к x, y равняется c на x в квадрате плюс 9 в квадрате. Таким образом, правильный ответ b, который подчеркнут жирным цветом. Спасибо за внимание и добро пожаловать в нашу магистратуру. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.